Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и очередной выпуск наших новостей. Степушка наш из Томска доехал благополучно. Славный мальчишка. Он сейчас осваивается, знакомится с друзьями на передержке. Скромный, ласковый, с необычайно звонким, тоненьким голоском. Красивый мальчишка. В квартире после умершей хозяйки остались еще 4 кошки. Никому они не нужны, они вполне здоровые, нормальные, домашние кошки. Вот никому они не нужны. Может быть, кому-то из вас приглянется кошки, котик, просто их надо разобрать, пока не случилась беда и пока они не оказались на улице. Фотографии вот готова вам показать. Между якутскими делами и проблемами также пришлось забрать в Москве тех кошек из той квартиры, где умерла летом хозяйка. Одну кошку забрала какая-то девушка-волонтер, а 2 пришлось взять мне. Опять на платную передержку. Сдали анализы, надо покупать корм. Опять на меня свалилось еще 2 хвоста. Сейчас якутские новости. Друзья, намечаются наконец-то пассажиры. Нам срочно нужна ваша помощь на вывоз наших поломанных хвостиков, наших сбитышей. И, конечно же, я буду просить вашей помощи на их лечение в клиниках. Друзья, за нашей собачьей семьей, о которой мы вам рассказывали, наблюдают, ездят кормить и даже сколотили будку щенкам. Они от радости сразу туда залегли и уснули. Мию повезут в клинику на первый сеанс лечения венсаркомы. Оскара также на консультацию проверить, тоже на венсаркому. Вегу повезут на стерилизацию. Лекарства надо винкристина купить в Москве и отправить самолетом срочно. А вот еще история домашнего породистого и даже кастрированного котика выбросили на улицу. Спрашивается, за что? Ведь кругом бегают собаки. Уже не раз отгоняли рядом бегающих собак. Но ему жить всего лишь несколько дней или недель, они обязательно его разорвут. А вот мы видим и причину, по которой выкинули котика на улицу.
у него проблемы с ушами. То ли отит, то ли папилломы, то ли еще что. Но воспаленные уши мы видим налицо. Пока причину не знаем, диагноза не знаем, но забрали временно на несколько дней на передержку, и что делать с ним дальше, пока неизвестно. Может быть, найдется желающий, кто возьмется за него. Также возили на консультацию уже в другую клинику, к другому доктору. Назначили лечение, потому что его очень беспокоят ушки. Надо его лечить, надо покупать ему лечебный корм или корм лучшего качества, так как шерсть желает быть лучше. И надо также его вывозить. Кто готов принять его здесь, в Москве, на постоянное место жительства или на передержку? Откликнитесь, друзья, пожалуйста. Котик очень ласковый, очень красивый. Просто надо привести его уши в порядок. Много красивых, несчастных собак, временно до своей смерти живущих на улицах, остановках и раздражают людей. На днях не успела спасти собаку, ее забрал отлов и уже отдали на цепь или охотнику. А это конец для доброй собаки. Но сегодня я хочу рассказать еще об одном шикарном песике. Бывший узник ППЖ. Открытый, добрый, большой, доверчивый. Не боится лежать на остановке среди людей. В любую минуту пнут и отравят. Нельзя его не забрать. Слишком хорош, чтоб дать погибнуть. Назвала его Лангом. Ланг, Лангуша. Хочется вырвать Ланга из мира жестоких, равнодушных людей. Хочется подарить ему семью. Друзья, давайте будем его спасать и вывозить. За Лангом наблюдали волонтеры. Спасая срочно каких-то хвостиков, между делом они замечали Ланга в самых разных местах. Он всегда передвигается и всегда идет к людям. Всегда этот пес старается быть ближе к человеку. Он не уходит куда-то в кусты, поодаль, в гаражи. Нет. Он не как Пьеро, который прятался и уводил щенков. А наоборот, Ланг шел туда, где больше людей. Он идет в людные места в надежде, что найдется человек и заберет его с улицы. Я обращаюсь к вам, к милосердным и сострадательным друзьям, к большой команде спасателей. Только общими усилиями мы можем нести добро, спасая жизни этих безвинных, преданных человеку созданий. Деньги мы не возьмем с собой, уходя, а возьмем наши добрые дела. Помните об этом, о том, что наше спасение, спасение наших душ – это наши добрые дела.